Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. У вас документы с собой? Да, конечно. Пришел еще в 9 утра, хотя мобильный комплекс отбора открылся только в 10. Алексей Воротников сегодня стал первым кандидатом на военную службу. В 22 у него есть уже жена и 2-летний сын. На службу решил пойти по стопам деда. В семье все поддержали. Жена отреагировала очень хорошо, как бы сказала, что, конечно, иди, там много перспектив, много плюсов. Также родственники мои, теща, там вообще в шоке была на самом деле. У центра семьи Казань сегодня сразу 2 мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту. Написав здесь заявление, заключить контракт и отправиться на службу при достойной физической подготовке и здоровье можно уже через месяц. Готов пойти на службу хоть завтра Александр Костромов. Пока мы беседовали с Алексеем, он стал уже 50-м кандидатом на контракт. Недавно прошел срочную службу в инженерных войсках в Подмосковье. Узнал об этой акции и вот решил прийти, посетить, так сказать. И тут появилась возможность узнать поподробнее о возможности контракта. Вот, заинтересовался, написал заявление. Условия: средняя зарплата рядового 30 тысяч рублей, плюс социальный пакет, выход на пенсию после 20 лет стажа и жилищный сертификат. Как раз его сегодня получила многодетная семья Ильиных. Ее глава Михаил подписал свой первый контракт 7 лет назад. 4 года назад я написал рапорт на жилье, и вот спустя 4 года все нормально, мы Новый год будем встречать уже в новой квартире своей. Сегодня поприветствовал всех татарстанцев и выразил благодарность нашим ветеранам министр обороны России Сергей Шойгу. Телеграмму зачитал его заместитель Александр Фомин. Сейчас во всех родах войск страны служат больше 5500 контрактников из республики. Треть из них офицеры, возраст от 22 до 30 лет. Уверен, что многие из вас примут решение связать свою дальнейшую жизнь с военной службой в вооруженных силах, а ряды нашей армии пополнятся профессиональными специалистами. Кстати, специалисты, бакалавры и выпускники со средним специальным образованием могут подписать контракт бессрочной службы. Так поступил Антон Панов. Он стал 901-м военнослужащим по контракту из Казани. Вместе с ним прямо со сцены сегодня на службу проводили и 5501-го военнослужащего из республики Ильсура Мингазова. Это почет, и как я думаю, что это должен пройти каждый мужчина. Еще я встретил здесь друга. Ну, первый друг на службе, да, можно сказать? Ну, получается, что так. Да, мы с ним пересеклись во время прохождения медкомиссии еще в Казанском центре «Патриот». Ценные советы молодым дает Айдар Ачаев. Мужчина из Набережных Челнов служит в спецназе. За 10 лет службы по контракту он побывал в 40 городах. Купил хорошую машину, сейчас жилье получаю. Поэтому скажу, что я вообще всем советую, если они хотят, чтобы у них в жизни была стабильность и уверенность в завтрашнем дне, конечно же, подписать контракт. Отличившиеся военнослужащие со всей страны сегодня получили государственные награды. И о своем главном выборе жизни – контракте – они точно не жалеют. Салават Ухмадуллин, Алмаззеддинов, ТНВ, Казань.